Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто в вас влюблен? Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя, так и спросите, кто в меня влюблен? Давайте посмотрим, кто этот человек, чего от него ждать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Бычок. Так, мои хорошие, отсылочка у нас общая. Здесь несколько персонажей, особенно вот этот очень интересный молодой бычок. Я вам сейчас все расскажу, а вы уж смотрите, что ваше, то ваше, что не ваше, то и не берите. Здесь показали молодого и сильного мужчину. Упрямого, сильного, домовитого, спокойного. Такого, знаете, ну бычок, да, телец. Может быть, он по знаку зодиака телец. А может быть, он по образу жизни, по поведению телец. Упрямый, себе на уме, добродушный, ну если его, конечно, не злить, человек, который вот такой семейного плана, семейного типа. И, кстати, еще у кого-то так отыграется, что он уже женат. Причем с правой стороны вы точно с ним общаетесь, вы точно с ним знакомы. Скорее всего, как в одной компании, либо у кого-то отыграется, что это муж, либо парень, допустим, вашей подруги, да, у кого-то из ваших подруг. Человек долго к вам присматривался, вы его вот прям магнитили, тянули. И совсем недавно он в себе открыл, что у него к вам очень сильные чувства. Но поскольку, допустим, он не свободен, да, ему очень сложно к вам подойти и как-то вам в этом признаться. Хотя у кого-то из вас отыграется, что мужчина вам достаточно тонко намекал, а может быть даже и не очень тонко намекал, что вот ты мне нравишься, и я бы хотела с тобой поближе пообщаться, да, лучше тебя узнать. Может быть, он вам предлагал там свои какие-то услуги, свою помощь, там, участие, интересовался вашей жизнью, вашей ситуацией. Ну, такой, знаете, сила в нем есть. Вот ощущается мужская сила в нем. Мужчина, который способен не только на слова, но и на действия. И вот смотрите, чем дольше вы знакомы, тем сильнее он в вас влюбляется. Но опять же, мне почему-то кажется, что он все-таки муж подруги, либо даже муж там, сестры, допустим. Он вам не родственник, но вы по каким-то случаям, событиям с ним встречаетесь. И он все больше и больше в вас влюбляется. И я так понимаю, что вы не захотите его, не примете, хотя кто его знает. Пока он скрывает свои чувства, но он намерен вас кормить с ложки. То есть он намерен что-то для вас такое делать, чтобы вы на него обратили свое внимание. То есть я не буду там серенады петь, я не буду там цветы таскать, но я буду что-то ей делать, для нее, вернее, делать. Ну, ложка — это кормить, помогать, поддерживать, может быть, даже как-то спонсировать. И чтобы она увидела, какой я хороший. Наличие, например, жены либо невесты его совершенно не смущает. То есть, когда он утвердится в своей любви к вам, признает ее, когда он вам свою любовь предложит, и вы, например, не откажетесь, он очень быстро порвет с этой женщиной, прям совсем быстро. Так подойдет и скажет, что вот тебя не люблю, люблю ее, буду с ней. Но в таком даже ключе. То есть он не будет там ходить вокруг да около, он все очень быстро решит.
Вот. С одной стороны, конечно, он со всех сторон положительный, а с другой стороны, все-таки бычок может и бодаться девочке. То есть у него вот это чувство собственника, оно просто вот раздутое до невероятных размеров. То есть это очень ревнивый персонаж, это собственник, он домовитый, он сам будет дома сидеть и вас дома будет держать рядом с собой. Для него вот эти семейные ценности просто превыше всего. Все делать вместе, иметь одинаковые интересы. Ну, вот в таком ключе человек. Пока я не вижу с вашей стороны чувств к нему, хотя, может быть, симпатия есть. Да? Вы посмотрели, думаете, о, классный, да? Неплохой, но не более того. А он прям уже к вам неровно дышит, причем у кого-то 100% отыграется, что влюбился по уши. Ложку вам будет предлагать. Вот кто из мужчин, друзей, либо женихов, мужей, ваших подруг вам что-то будет предлагать, в плане там поддержать, для вас сделать, что-то вам там принести, подать, дать. Вот это и есть этот мужчина. Но опять же, мужчина-телец, да, впрямую. По знаку зодиака мужчина может быть тельцом. Прям так ярко он себя показал. Но он самый-самый как бы яркий, да, самые яркие чувства к вам испытывает. Так, еще один мужчина. Но здесь с левой стороны. Мужчина, которого вы, я так понимаю, в отставку отправили, либо с кем вы не согласились на отношения, разорвали отношения. Когда вы были вместе, либо когда он был с вами рядом, у него чисто был интимный интерес к вам. Да? Ну вот я хочу с ней переспать, максимум, что я хочу. И только когда он вас потерял, вот под ложечкой начала посасывать. Да? Он начал понимать, что вот мне ее не хватает. И мне не хватает ее слов, ее энергетики, ее тепла, ее приятного взгляда. Да? То есть начало доходить. Пока еще не совсем дошло, но потихонечку доходит. Вы ему сниться начинаете, он все чаще и чаще о вас думает и вспоминает. Но этого мужчину вы явно, вы на него обиделись, он что-то такое сделал, вытворил, за что был послан вами далеко и надолго. То есть есть такой момент. Так, еще в вас влюблен, в кого-то из вас влюблен мужчина гораздо старше вас по возрасту. Прям гораздо старше, тут лет 10 как минимум, а то и все 15, может быть даже и 20 у кого-то отыграется. Мужчина, у него какой-то статус, положение, авторитет, он непростой человек, на него многие смотрят, многие его знают. Не могу сказать по поводу его семейного положения, но у него много хвостов, то есть, я так понимаю, детей много. Может быть, и дети, и внуки. То есть продолжение рода у него есть, и здесь много-много родственников получается. По поводу его статуса ничего не скажу, я не вижу. Мужчина, у него здоровье плохое. Либо в последнее время очень сильно ухудшилось здоровье. Он бы и рад к вам прийти, проявиться, но с одной стороны он боится, что дети, внуки не одобрят, а с другой стороны он опасается, что он прям совсем слабенький, хиленький, либо он думает, зачем я нужен такой молодой прекрасной женщине, да? Старый дед, за которым нужно, например, там ухаживать, да? Который вот там не сегодня, а завтра к праотцам уйдет. Такие у него мысли. Но он постоянно за вами наблюдает, он постоянно вами любуется, восхищается. Все ждет момента, когда вы к нему зачем-то либо с чем-то придете, обратитесь. Вот. Ждет этого момента. Но я не вижу, чтобы он действовал. Слишком много страхов у него. Опять же, здоровье ухудшается. Много отпрысков, которые вот прям в спину вцепились и зависят, наверное, от него. Они явно не одобрят. Но мужчина взрослый, конечно, с левой стороны. Тут молния между вами. Кстати, по молнии, может быть, он и признается вам. А для вас это будет такой шок, шоковый, да, мой шок в шоке, что вы долго еще потом в себя будете приходить. Но гораздо старше вас мужчина, гораздо. Но молния между вами. То ли вы с ним поссоритесь из-за чего-то, то ли он вам признается, и вы просто будете в шоке сама от него.
Куда подальше будете бежать, отдаляться. Да. Странная, конечно, картинка. Ну-ка, я лучше еще на картах досмотрю, потому что непонятно. Сказать, что он плохой, нет, я не могу сказать, что он плохой. Почему это молния? Вообще, что означает эта молния? Ну, нечестные какие-то отношения он вам может предложить. Например, интимную связь, да? Ой, ну, либо так и скажет, что у меня там семья, дети, я ничего тебе предложить не могу, но очень сильно тебя хочу. Вот, и вы прямо с ним поссоритесь. Ну, либо, ну, опять же, в шоке будете от того, что он вам и признается, и предлагает такое, да, интимную связь предлагает. Ну да ладно, придет время, чей мужчина, вы, я думаю, сами разберетесь. Но здесь гораздо старше, чем вы по возрасту. Еще один мужчина с правой стороны. Мужчину показали как кенгуру. То есть этот мужчина, он невероятно такой липкий, заботливый, весь такой нежненький. Ему очень нравится выполнять, например, женские обязанности там, по дому, там, готовить, убирать, не знаю, стирать, гладить. Мужчина, который может окружить вас заботой, целиком и полностью взяв на себя всю тяжелую домашнюю работу, но при этом этот мужчина не способен ставить цели и их добиваться. Ну, например, с него паршивый сотрудник, у него нет никакого карьерного роста, ему сложно зарабатывать деньги. Ну, чисто такой домашний вариант, да? Домашний, мужчина домашний, как домохозяин, да? Есть домохозяйка, а он может быть домохозяином. Ну, здесь очевидно, что вы такое не приемлете, и вы не захотите мужчину, который будет домохозяйкой. Вам важно, чтобы рядом с вами был человек, которого вы будете уважать, да, за его результативность, за его активность, за его деятельность. Должен быть интересный человек, вот, интересный. Ну, кенгуру. Этот мужчина, он либо ваш друг, знакомый, либо коллега на работе, который постоянно к вам тянется, у него какие-то женские компании, он постоянно там все женские штучки знает, постоянно там о каких-то рецептах говорит. Ну, вот такого плана мужчина. Ну, вот кенгуру показали. То есть заботливый, как мамочка даже, да? Не папа, а мама. Но это вообще не ваш типаж, и не-не-не, вы такого точно не захотите. И опять же, содержать мужчину, зачем это вам? Нет, вы хотите мужчину, которого вы будете уважать. А по поводу там готовки, стирки, уборки вы сами можете, а если некогда, то и можно и нанять человека, который это сделает, да, при необходимости. Нет, вот это точно нет. Так, и в центре у вас человек с чашей. Человек, который в вашей роли сыграет ключевую роль, повлияет на вашу жизнь и судьбу. Давайте так, этот человек сейчас в бракоразводном процессе. Вспоминайте, кто сейчас в вашем окружении разводится. С одной стороны, ему очень тяжело, а с другой стороны, он, скорее всего, выпивает из-за того, что ему тяжело. Либо сейчас, в момент, когда мы делаем отсыпку, он вот пьяненький находится, пьет, да, в моменте он пьет. Он рвет нити, ну, разводится. Понятно, что ему сейчас нету признаний, нету любви, но тем не менее чувства он к вам испытывает, и чувства очень сильные. Этот человек именно в кругу ваших знакомых находится, вы его точно знаете. Просто подумайте, кто сейчас разводится, кто начал бракоразводный процесс, либо в бракоразводном процессе находится. Он рвет нити, ему плохо. Понятно, что он не придет и не будет вам признаваться в любви, пока он это все не закончит. Человек выпивает, да, из-за всей этой истории, либо именно сейчас вот он пьет, потому что ему нужно расслабиться, либо забыться хотя бы немножко. Человек смотрит влево, ну это явно, он вам не признался, даже, может быть, никаких и знаков особых не подавал. А может быть, он даже взял паузу, может, вы и любовники с этим человеком, да, и человек для того, чтобы быть рядом с вами, сейчас разводится. Взял паузу, чтобы порешать свои вопросы.
когда он разведется, да, он перед вами появится, да, и сделает вам предложение. Но вижу, что этот человек повлияет и на жизнь, и на судьбу. Это 100%. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.